Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на события будущей недели. Давайте посмотрим, что вас ждет, что с вами будет, что сама судьба вам готовит. Загадайте, пожалуйста, на себя, задайте вопрос от своего имени, и пусть нам откроется будущее. Пусть песочек нам все расскажет, что вас ждет и что будет с вами на будущей неделе. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, какое тут безумное притяжение. Прям, смотрите, током бьет. Электричество в воздухе. Здесь безумное притяжение показано между мужчиной и женщиной. Как говорится, потянет со страшной силой. И этому притяжению невозможно будет сопротивляться. Хотите вы этого, не хотите, но это неизбежно. Прям в корне рисунка событие, которое влияет не только на вашу жизнь, но и влияет на всю вашу судьбу. Мои хорошие, ну вот явно вы кого-то судьбоносного встретите, но либо встреча окажется судьбоносной, да, может быть, уже знакомы. Потянет так, как никогда не тянуло. Вот прям магнит, мощнейший магнит между вами. И сопротивляться будет невозможно. Вы оба в этой лодочке, а лодочка называется «Любовь через черточку страсть». Вот так вот, мои хорошие. Так что готовьтесь, на будущей неделе будет очень много любовных приключений, да? И именно тема личной жизни, любви и страсти у вас выходит на первое место. Неважно, кто вы, неважно, сколько вам лет. Любовь, она ведь в паспорт не заглядывает, да? И любовь, она для всех. Вот и вы на будущей неделе в этом убедитесь. Очень сильно потянет. У кого-то прям симпатия зародится, но у кого-то уже и отношения. Причем отношения очень и очень страстные. И это все вам по судьбе. Дальше. Здесь мне показан ваш образ, и вы то ли плакали, то ли грустили. Вот как с чем-то таким вот столкнулись, болезненным, страшным, неопределенным, как не по себе вам было. Здесь показано, что эта ситуация разворачивается просто диаметрально. И то, что раньше вам казалось болью, грустью и печалькой, превращается в радость жизни, в праздник жизни. И вы такая, кто бы мог подумать, вот как все развернулось. Знаете, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот как-то на это очень похоже. То, что вас огорчало, вас очень сильно порадует. Причем порадует настолько, что дни ваши и жизнь ваша превратится вот как сплошной праздник. Тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже, пусть каждая беда, пусть каждая проблема в жизни моих зрителей оборачивается большим счастьем, либо выворачивается наизнаночку и становится счастьем. Дальше. Вот здесь каким-то очень тугим, надменным и упоротым человеком вам придется бороться. Будет нелегко, сразу вас предупреждаю. Но у вас есть какие-то рычаги давления либо влияния. Подумайте, вот когда столкнетесь с этим человеком, вот вижу, что вы выше стоите, выше, и вы на что-то можете то ли давить, то ли чем-то передвигать, для того, чтобы этот человек либо встал на вашу сторону, либо с вами согласился, либо уступил вам дорогу. Но, честно, вот такой момент немножко он как искрящийся идет, да? Будет обстановочка накаляться. Но вы можете с этим человеком, даже пусть не договориться, но этого человека убрать со своего пути однозначно. Именно так здесь показано. И еще здесь лошадка жадно кушает.
чья-то лошадка, она тут прям такая крошечная, да, даже не лошадка, а какой-то пони, но начинает кушать и начинает, соответственно, расти. Здесь какие-то хорошие изменения в работе, в делах, в бизнесе, ну, либо поиск работы. Да? Лошадка кушает, растет, ситуация меняется, и вы прям это все ощущаете. Кто искал работу, вот вам радость. Вот вам радость. Вам то ли отклик придет, то ли приглашение на собеседование, то ли уже как контракт, да, будете подписывать, договор трудовой можете подписывать. Если вы работаете сами на себя и дела шли у вас, ну, немножечко не так, как бы хотелось, то придут клиенты, причем не простые, а денежные. Да? Люди будут делать, ну, серьезные заказы, и пусть их будет, например, немного, но по сумме это прям очень хорошо будет. Если мы говорим о работе по найму, возможно, ну, действительно какие-то непростые времена переживала ваша компания, либо ваше производство. Здесь вот как все начинает потихонечку, слава богу, налаживаться. То есть еще один повод для радости. Так, губы, большие распухшие губы. Ой, у кого-то губы будут болеть от поцелуев. Целоваться будете, много будете целоваться. Вот прям дни и ночи напролет. Много-много поцелуев. Вот. И также этот знак может указывать на то, что могут быть какие-то вавки на губах. Вот знаете, вот как герпес, да, вот что-то может происходить. Потрескаться могут, да, может быть у вас морозно, да, температура очень сильно опустилась. Берегите свои губы, ухаживайте, не пренебрегайте. Там эти всякие помадки, может быть бальзамы, да, вот смазывайте. Ну, либо если прям очень неплохая погода, хотя бы вот шарфом закрывайте, да, чтобы губки ваши не пострадали, чтобы не болели. Ну, я искренне от всего сердца желаю, чтобы этот знак именно был знаком поцелуев, страстных поцелуев, да, чтобы губы не от болячки болели, а именно от поцелуев. Так, какой-то странный ветер подует, не иначе как ветер перемен. Причем он как-то дует вот как в двух направлениях. Причем эти направления, они вот как противоположные друг другу. Что-то улучшится, а что-то наоборот ухудшится. Ну, здесь как компенсация идет. Да? Если что-то ухудшается, то в другом месте улучшается. Ну, это данность, это судьба. Как бы судьбе виднее. Вот. Сильно там не переживайте, но и явно будет повод для радости. А тут двоякая ситуация, и в минус, и в плюс. Но это жизнь, как мы знаем, в жизни все бывает. Вот здесь у меня женщина, и ее как под руки держат два человека. Может быть, это другие женщины, может быть, это и женщины, и мужчины, может быть, мужчины. Смотрите, вот мощная поддержка идет от тех, кто с вами рядом. Даже если не ждете, даже если не просите, вас поддержат. Вот с левой стороны. Для вас это действительно как такой момент неожиданности. И вы такая: о, здорово, замечательно, какие добрые люди. Будьте этим людям благодарны. Ну, два человека. Один по правую руку поддерживает, другой по левую руку поддерживает. Вот. Приятный момент. Теплый, приятный момент. Так, какой-то сундучок, и вам придется прям покорпеть над этим сундучком, да, вот как-то нужно его будет открыть, взломать, возможно, да. Если есть ключ, то там, наверное, сундучок с секретом. Если ключа нет, то будете превращаться во взломщика, да, будете взламывать этот сундучок. Но поверьте, оно того стоит. Здесь либо до правды докопаться, вот добраться, докопаться, ну, либо какими-то тяжелыми усилиями, да, ценой тяжелых усилий для себя что-то получить, для себя что-то добиться. Но тут уже лично для вас идет. Не для кого-то, а именно для вас. Сундучок небольшой, но еще раз говорю, оно того стоит. Может быть, даже ситуация не одного дня, да, может, несколько дней потратите на то, чтобы взломать этот сундук. Но поверьте, оно того стоит. Так, что-то запланированное, к сожалению, не случится, либо перенесется. Да? Может, в принципе, на неделю не случится, может, на несколько дней перенестись. Вот это не страшно, это к лучшему. Вот поверьте, это к лучшему. Может быть, сначала вам как-то даже обидненько будет, да?
будете раздосадованы, ну, потом вам что-то откроется, либо станет доступным, и вы скажете: ой, как хорошо, что не случилось, либо как хорошо, что перенесли. Как-то сначала разочаруетесь, расстроитесь, а потом, наоборот, порадуетесь. Так, мужчина у меня тут лежебоко показан. Знаете, как будто бы он то на одном боку лежит, то на другом. В общем, не встает, ничего не делает. Вот. Мужчине этому придется под конец недели очень сильно понапрягаться. Знаете, как отработать все те дни, когда он ленился, да, когда он ничего не делал. Жаловаться вам будет из себя разыгрывать жертву, будет плакаться и говорит: боже, у меня так все болит, я так устал, такой несчастный, я надорвался, подорвался, о боже, ножки не носят. Вот. Ну, для него это будет полезно. Да? Вот как отработает свою ленность, отработает. Прям будет шуршать туда-сюда, вот прям метаться будет. Но какую-то важную задачу сделать, либо важное ваше поручение прям сделает. Да? Но жаловаться будет. Вы тогда себе эти беруши найдите, либо приобретите, чтобы его не слушать. Жалоб будет очень много от него. Так, еще здесь показывают какой-то странный телефонный звонок. То ли со странного номера, то ли от человека, кого вы очень давно не слышали. Очень давно. И знаете, разговор такой вот странный, как на приятельской волне, но при этом вы прям сердцем будете чувствовать, что человеку от вас что-то нужно. Но человек вот не решается сказать, вот, да, с нахрапа, да, не идет. Вот как, знаете, на что-то намекает, вокруг да около. И это такой долгий разговор, который вас начнет раздражать. Вы скажете: да блин, да что ж такое, ё-моё, да сколько это будет продолжаться. Да? Вы либо прямо человеку скажите: ну вот что хочешь, скажи как есть. Либо придумайте что-нибудь, да, чтобы оборвать этот разговор. Прямо здесь чуть ли не часами человек вам будет что-то втирать, вот как-то тратить впустую ваше время. А это прям очень нехорошо, это прям очень раздражает. Так, дальше. Мои хорошие, кто у меня привык очень быстро ходить? Либо вы как-то, знаете, может быть, прыгаете. Знаете, вот есть люди, которые там через ступеньку ходят, либо по ступенькам, когда идут, вот они как спрыгивают. Будьте очень аккуратны. Вот скорость, быстрота могут стать, вот как даже не стать, а привести к травме. Вот здесь показано, что нога очень сильно может болеть. Нет, не сломаете, нет, не вывихнете, но болеть будет сильно. Вот. Если вы куда-то спешите, то спешите аккуратнее, да? Не бегите, либо вот как-то надо вот проявить бдительность, да? Потому что здесь вот травма ноги показана. Особенно вот ступеньки мне почему-то идут. Ступеньки, на ступеньках там держитесь за поручень. Потом руки обработаете, либо хорошо 3 раза с мылом помоете. Да? Ну вот лучше держитесь. У кого-то там метро, экскаватор, вот это, да, либо где-то находится, не обязательно в метро. Вот прям нужно быть очень-очень бдительным и аккуратным человеком, чтобы ножка не болела, либо ножки. Да, вот здесь показано. За детьми обязательно смотрите. Обязательно. Тоже очень важно. Детей предупредите. Я, конечно, это закрою, но раз идет информация, я просто обязана вам об этом сказать. Так, а вот здесь вам кто-то что-то принесет, чем вас очень порадует. И удивит, и порадует. Мне вот почему-то кажется, что принесет такой жилистый человек, который, снега зимой не выпросишь. Человек вам что-то, несет, дает, угощает, возможно. Вы такая прям ахнете, скажете: ну надо же, а что случилось, да, что за повод? Вот. А человек вот как-то скажет: да просто так хочу тебя угостить, либо вот с тобой поделиться. Вот. Как-то подозрительно, да, прям будете ходить и думать: а что случилось, да? Что у него там на уме, либо у нее на уме. В общем, удивит вас, человек этот удивит. Кстати, будет угощать не только вас, еще кого-то угостит. Так, женщина, красавица, в каком-то новом наряде. То ли вы себе обновочку купите, то ли вы ранее купили, а теперь надевать станете. Ой, бесподобная. Вам и так идет эта обновочка, прям хороша. Вы прям будете ловить на себе взгляды. Не всегда добрые. Завистливые тоже будете ловить.
Так, дальше. Кто-то вас будет превозносить. Вот прям человек такой вами восхищается, с бубном вокруг вас ходит. А этому человеку что-то очень нужно будет от вас. Очень нужно. И вот именно через лесть, через вот эти вот добрые посылы, этот человек вас на что-то хочет склонить. Ну, либо чего-то хочет от вас добиться. Если это идет вразрез вашим интересам, то здесь как бы нужно отказать, несмотря на все эти добрые слова. А если, в принципе, как бы вы можете, вы ощущаете, что это как-то вам не повредит, да, не навлечет на вас каких-то проблем, ну тогда помогите. Просто какой-то метод неправильный, знаете, вот это подхалимство как-то, ну прям не то, не то. Вот если бы честно подошел, попросил, но вы бы разве отказали? Я думаю, нет. А вот через подхалимство, через лесть, ну, конечно, это его, ее дело, но как бы все это будет очевидно. Дальше какой-то транспорт показан. Транспорт. Какие-то могут быть проблемы с транспортом. Либо транспорт ходит не по графику, не по расписанию. Либо уточняйте заранее, либо если едете по важному делу и вам нельзя опаздывать, лучше выходите заранее. Вот действительно так серьезно заранее лучше выйти. Что-то вот транспорт подводит, так показали. Дальше работа. На работе у кого-то как праздник идет, может быть корпоратив, а может быть тематический праздник, может быть у кого-то день рождения, либо кто-то выходит на пенсию. Но вот что-то люди будут отмечать, как яркое впечатление идет. Скорее всего, вам понравится, либо вы там будете участвовать. Вот хороший момент показан, прям всю неделю вам скрасит. Но еще какая-то ответственность показана. Какой-то человек будет пытаться возложить на вас серьезную ответственность. Прям пытается, да, может быть, даже не один день будет пытаться. Может, начальник, может, кто-то из коллег. Но вот что есть, то есть. Это показано. Дальше здесь денежка придет. Скорее всего, как-то вот перевод мне идет. Либо на карту капнет, либо какой-то денежный перевод придет. Как эти электронные деньги, да? Вот. Не сразу поймете, не сразу узнаете. Когда узнаете, прям порадуетесь. На сердечке так тепло станет. Может быть, любимый пришлет, может, кто-то из родственников, может, долг кто-то вернет. Может быть, положенная выплата придет именно вот как на карту. Карта, либо денежный перевод. Какие-то новости будут не совсем приятные. Ой, лучше не смотрите новостные каналы на будущей неделе. Какая-то вот чушь, горячка, накрутка, я не знаю, что-то безумное творится, и вот как будто бы каждый день вот меняется повестка дня. Да, сегодня говорят на черное белое, завтра наоборот, да, все поменялось. Какие-то странные вещи, я не знаю, что происходит, но лучше эти новости не смотреть. Ну, по крайней мере, верить им не стоит. Дальше показывают человека рядом с вами. Человек какую-то какашку вам готовит. Ну, либо будет вести себя как настоящая какашка. Может быть, подложит вам что-то, какую-то проблему подсунет, да, с больной головы на здоровую. Но, может быть, подведет. Человек прям рядом, и у вас этот человек как доверенное лицо. Либо вы прям не сомневаетесь в этом человеке. Я, конечно, тоже этот момент закрою, но как предупрежден, значит вооружен. Вот, не игнорируйте. Если что-то серьезное, да, вот прям думайте наперед, и пусть у вас будет как минимум 2-3 запасных варианта. Вот. Ну, а если какая-то неприятность, господи, все в жизни бывает, да, возможно, расстроитесь, возможно, так рукой махнете, скажете, да, ну его все, да, вот как-то так отреагируете. Ну, какашка небольшая, значит, несерьезная. Дальше, в самом венце какая-то встреча неожиданная вас ждет. Неожиданная, при странных обстоятельствах неожиданная встреча. То ли вы очень давно не виделись, то ли вы как-то очень плохо расстались, прошло много времени, много лет, и вот вы встречаетесь. Но встреча такая, знаете, с яркими блестящими глазами. Тот, с кем вы встретитесь, вам очень сильно обрадуется. Там такая вот реакция, знаете, как у ребенка на Новый год, да, который получает любимую, желанную игрушку. Вот и у того, с кем вы встретитесь, будет такая реакция. А у вас просто шок. Вы такая,
зачем я сюда пошла, зачем я пошла этой дорогой. Лучше бы я этого не делала, да, немножко так не по себе вам будет. Еще какой-то знак вам будет на будущей неделе. У кого-то во сне, у кого-то наяву. Но знак очень яркий, вы ни с чем его не спутаете. Ну, либо сон очень яркий, который прям так запомнится, серьезно запомнится. Вот это вам знак. Знак от высших сил. Ну, либо ангел-хранитель вам подает. Вот не игнорируйте, примите всерьез и лучше воспользуйтесь этим знаком. Знак вам точно будет. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.